25 марта – Всероссийский день работника культуры. Он объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие общества, популяризацию богатейшего культурного наследия, кто не безразличен к прошлому, настоящему и будущему многонациональной культуры страны. Мы приветствуем всех присутствующих на сцене, в зале, деятелей, работников культуры и искусства. Искренне поздравляем с профессиональным праздником. Вместе со словами благодарности за ваш труд примите искренние пожелания оставаться верными своему профессиональному и человеческому долгу, сеять разумное, доброе, вечное. Именно вы сохраняете и приумножаете лучшие культурные традиции, дальнейшее развитие всех видов искусства и культуры, возрождаете гармонию в обществе и общечеловеческие ценности, как доброта, сочувствие и взаимопонимание. Вас поздравляет народный артист Республики Саха-Якутия Александр Емельянов. Слова Роберта Рождественского, музыка Муслима Магомаева, торжественная. Настала в мире будто весна, шар земной запомнил имя твое. Все имеет срок, а ты бессмертна страна. Жизнь моя, дыхание мое, я смогу держать в ладонях солнце, я пройду сквозь годы времена. Жить без песен, жить от дома вдали, жить без сна, шагать в степи без огня. Но нельзя дышать без этой вечной земли. Скормившей меня, я смогу держать в ладонях солнце, и я пойду сквозь годы времена. Если ты со мною
Александр Емельянов. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергею Васильевичу Местникову. Үтө күнден күнді культура екетінің үлехеттірі, әйгідіне Саха Республикатын Илдархан онына правительствотын аттан бүгінгі культура екетінің үлехеттірі күнден идетесіндік әрәділік күнді. Сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного потенциала для нашей республики всегда было всех органов государственной власти. Наша богатая самобытная культура действительно является источником вдохновения для достижений во всех сферах нашей жизни. Мы действительно очень работников, режиссеров, постановщиков, достижениями работников сельских музеев, всех работников учреждений культуры и искусства нашей республики. Наша республика уже который год активно реализовывает государственную программу, национальный проект «Культура», который по всей России исполняется благодаря президенту страны Владимиру Путину. Благодаря реализации этого национального проекта мы ежегодно поддерживаем дома культуры посредством оснащения учреждений культуры новым оборудованием, выполнением ремонтных работ, строительства сельских и городских домов культуры. Буквально за последний год введены в эксплуатацию, сегодня радуют жителей такие крупные дома культуры, как Дворец культуры имени Хадурова в селе Майя Мегино-Кангаласского района. Недавно мы открыли культурный центр имени Кулюмюря в Ущалданском районе. Недавно мы открыли культурный центр в селе Аппана Дамского района. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию Дворец культуры в городе Вилюйске Вилюйского района. И эта работа продолжается. Мы в текущем году введем в эксплуатацию также большой культурный центр имени нашего выдающегося государственного деятеля Максима Кирилловича Амосова в Намском районе. Будет продолжено строительство также сельских домов культуры в наших населенных пунктах, независимо от их места расположения. Потому что мы прекрасно понимаем, именно учреждения культуры в сельских поселениях являются носителями, хранителями и институтами развития нашей культуры для будущих поколений. И впредь эта государственная политика по созданию повсеместно инфраструктуры для учреждений культуры будет продолжена. Мы по праву гордимся достижениями работников культуры в сфере музееведения, в сфере литературы, распространения книжного издательства. Наш регион признан самым читающим регионом в Российской Федерации, и это нас вдохновляет на новые приоритеты. Несмотря на все трудности, которые обусловлены и пандемией, и внешними санкционными давлениями, мы на сегодняшний день не только сохранили, но и увеличили посещаемость учреждений культуры со стороны населения. Это говорит о большом интересе наших жителей к нашей культуре. Это говорит о востребованности профессии работников культуры. И надеемся, что каждым годом посещаемость учреждений культуры. Уважаемые друзья, президент страны Владимир Владимирович Путин объявил 2022 год годом культурного наследия народов России. И решением главы республики Айсена Сергеевича Николаева определен организационный комитет и утвержден комплексный план мероприятий, который содержит все направления поддержки учреждений культуры. Это и новые постановки, это и новые проекты в сфере народно-художественных промыслов, это и поддержка нашего устного нематериального творчества ЛНХО, и многие-многие проекты, которые начнут с этого года реализовываться на всей территории нашей республики. И мы очень верим, надеемся о том, что каждый работник культуры внесет свой самый большой, огромный вклад в реализацию и исполнение этого большого праздника не только в нашей республике, но и во всей России. Мы в текущем году отмечаем столетний юбилей нашей автономии. И центральное место в этом событии занимает работник культуры.
Мы искренне надеемся, что вместе с вами достойно отметим этот юбилейный для нас всех праздник. Спасибо, с праздником! За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу объявить благодарность министра Российской Федерации Дмитриевой Дарьи Ивановне, директору Государственного бюджетного профессионального учреждения Республики Саха-Якутия, Якутская балетная школа «Колледж» имени Аксении и Натальи Посельских. Объявить благодарность министра Российской Федерации Назарчуку Анатолию Александровичу, художественному руководителю автономного учреждения «Театр кукол» Республики Саха-Якутия. Благодарность министра культуры Российской Федерации объявляется Семеновой Анне Титовне, преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств села Хатасы городского округа, город Якутск. За заслуги в области культуры и искусства, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия» Борисовой Сарглане Иннокентьевне, преподавателю специальных дисциплин Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха-Якутия, Якутский колледж культуры и искусств имени Аграфены Макаровой. Присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия» Винокурову Михаилу Николаевичу, преподавателю специальных дисциплин Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха-Якутия, Якутский колледж культуры и искусств имени Аграфены Макаровой. Присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия» Халыевой Антонине Арсеньевне, преподавателю отделения фортепиано муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств номер 2 городского округа, город Якутск. Присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия» Харлампиеву Дмитрию Григорьевичу, преподавателю муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Кобяйская детская школа искусств имени Захара Степанова. Наградить грамотой главы Республики Саха-Якутия Моисееву Веру Афанасьевну, руководителю отдела социально-культурной работы и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Дьячковскую Веру Ивановну, специалиста Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования, Высшая школа музыки Республики Саха-Якутия, Института имени Василия Босикова. Наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Соловьеву Галину Владимировну, рабочего автономного учреждения Государственный цирк Республики Саха-Якутия имени Марфы и Сергея Расторгуевых. Наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Стручкову Ольгу Аполлоновну, преподавателя специальных дисциплин Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха-Якутия, Якутский колледж культуры и искусств имени Аграфены Макаровой. Наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Якимец Валентину Афанасьевну, режиссера Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, театр юного зрителя.
за выдающуюся общественную деятельность по возрождению духовной культуры народов Якутии, вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия, присудить государственную премию Алексея Елисеевича Кулаковского с присвоением звания лауреата Калашникову Александру Александровичу, главному археографу Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия, Национальный архив Республики Саха-Якутия. От имени награжденных слово предоставляется Сарглане Иннокентьевне Борисовой. Уважаемый Сергей Васильевич, уважаемый Юрий Степанович, дорогие ветераны, коллеги, участники сегодняшнего торжества. От всей души поздравляю вас с Днем работника культуры. Символично, что именно в этот знаменательный день мы удостоены высоких наград. Для каждого из нас он, несомненно, станет одним из самых значимых, запоминающихся моментов, который, я уверена, вдохновит, побудит нас на дальнейшую плодотворную деятельность и новые свершения. Роль культуры в истории республики и в целом страны невозможно переоценить. В этом году мы празднуем знаковое историческое событие – столетие со дня образования Якутской АССР. Благодаря огромной духовной силе поколениями якутян были преодолены сложнейшие периоды в истории республики, достигнуты новые высоты и победы. Миссия сферы культуры остается бесценной и сегодня. Очень важно, что именно этот 2022 год был объявлен президентом страны годом культурного наследия народов России. Наше культурное наследие связывает воедино прошлое, настоящее и будущее. И этот год еще раз напомнит нам о самом важном – вечных ценностях и идеалах, прочных традициях и духовных опорах. Не случайно культура и духовное развитие являются одними из ключевых приоритетов развития Якутии. Благодаря огромной поддержке главы Республики Айсена Сергеевича Николаева, правительства республики, Министерства культуры и духовного развития, Якутия сегодня по праву считается одним из ведущих российских и международных центров по сохранению и развитию культуры и традиций и языков народов Севера и Арктики. И поразительно то, как одновременно с этим республика всегда остается открытой ко всему новому. Огромное внимание уделяется поддержке всех областей культуры, от эпического наследия народов республики до новых креативных индустрий. Тому подтверждением является богатая, насыщенная культурная жизнь нашей республики. И благодаря постоянному росту доступности, активному развитию инфраструктуры, каждый якутянин от мала до велика имеет возможность быть частью этой культурной жизни. И в этих условиях многогранный, кропотливый, созидательный труд работников культуры, служение и просветительская миссия вносят огромный, неоценимый вклад в сохранение и приумножение великого культурного наследия, достижение высокого качества жизни населения и в целом благополучия настоящих и будущих поколений. Желаю всем вдохновения, новых творческих идей и возможностей, плодотворной работы и успехов. Спасибо. Слова народного поэта Якутии Семена Данилова, мелодия народного артиста Якутии Алексея Егорова «Миндойду». На сцене государственный вокальный ансамбль «Туймада», художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия Светлана Иванова.
Туймада. Слово для поздравления и награждения предоставляется министру культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрию Степановичу Куприянову. В этот микрофон будет, Алексей? Или даже свой микрофон? Дай мне микрофон. Ну, в этот раз проводим на сцене, так как-то так вот спиной стоять награждаем не очень хорошо, поэтому решил выйти в бок. Ничего страшного. Мы 15-й год отмечаем этот День культуры, правильно? 15-й? Никто не задумался, наш министр Александр Соколов в 2007 году внес это предложение, и президент Российской Федерации поддержал. С этого года мы празднуем большой праздник, который нас всех объединяет, День работника культуры. Хочу с этим праздником поздравить всех, кто присутствует в этом большом зале. Ну, не совсем как бы сложилось, у нас не совсем установились еще такие устойчивые традиции, как отметить этот день. Правильно? Ну вот даже где вручаем государственные награды, наверное, не все знали, что сегодня будет вручение здесь. Но мне, например, очень нравится, что театр оперы и балета — это такое торжественное мероприятие. Если мы будем сделать, ну, в смысле, придумаем делать это большой традицией, но мы позаботимся, чтобы и зал был полный, правильно? Который нас поддерживает. А для каждого работника культуры находиться на сцене нашего главного театра оперы и балета, я думаю, уже успех, правильно? Кто-то здесь когда-то выступал, кто-то здесь собирается еще выступать, а кто-то заканчивает свою карьеру выступлений под аплодисменты всех, кто ценит наш талант. Правильно? Вот мы сделаем такой большой традицией, что мы и вручение наград, и торжественную часть Дня культуры будем проводить всегда в театре оперы и балета. И все заранее будут знать, никто не заблудится. Но сегодня, кстати, идет, я вот неправильно стал, здесь идет прямой эфир, который показывает каждому управлению культуры, по идее, кто подключится. У нас Национальная библиотека сделала такой шаг, чтобы у нас в сетях и в эфире интернета смотрели все, кто у вас здесь сидит. Так что вот не зевайте, а то вас увидят там все родные, скажут, что вот показывали вас по прямому эфиру. Но вот такой формат. Но самая радостная новость о том, что тот министр Александр Соколов, который придумал этот праздник, который внес в нашу жизнь, в этом году приедет к нам в гости. Мы, наверное, его встретим, да? Обрадуемся. И по приглашению нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, они большие друзья, Соколов в этом году приедет на фестиваль, вернее, на мероприятие, которое называется «Музыка для всех». Это состоится 27 июня этого года. То есть мы нашего министра будем приветствовать здесь, в Якутске, на нашей родной якутской земле. Я думаю, что для нас это огромное событие и большой праздник. Как праздновать День культуры, когда мы сами каждый раз организуем праздники, правильно? Очень сложный праздник, и даже вот трудно понять. Потому что я думаю, что у нас каждый день как День работника культуры, правильно? Каждый день что-то проводится в Доме культуры, каждый день проводится в театре, каждый день что-то проводится в музее. И все время мы в работе. Но сегодня вот вроде бы отдыхаем, но половина нас работает. У нас сегодня тоже очень большое количество мероприятий. Мы сейчас после этого пойдем, откроем галерею зарубежного искусства, большую, там, скажем, выставку, приехавших к нам с приморских экспонатов. 6 часов филармония уже с Фабио Мастранджело даст сегодня большой концерт. Я думаю, что билеты ДК Гагарина все раскуплены. А здесь в 5 часов откроется праздничный концерт для работников культуры. Праздничный концерт для работников МВД показывают по центральному телевидению, правильно? Мы, наверное, тоже должны сделать, чтобы праздничный концерт работников культуры показывали по НВК Саха в прямом эфире. Сделаем так, Дарья? И тогда лучшие наши номера мы будем показывать День работников культуры на сцене театра оперы и балета. И для нас это будет и награда, и большой праздник, и восторженное событие. Куда будут хотеть попасть все работники культуры. А вы знаете, сколько у нас работников культуры? Ну, скажу для всех, 7700 человек по всей республике. Из них 2500 это государственные учреждения, а остальные все муниципальные учреждения. Вот какая большая у нас армия, которая делает культуру нашей республики. У нас счастливая миссия и хорошая работа. Мы делаем доброе дело. Мы сохраняем традиции и те ценности, которые нам передали предыдущие поколения, чтобы и сохранить, приумножить и передать тем, которые приходят жить на эту землю. И президент Российской Федерации пошел дальше, поддержал тоже предложение нашего министерства и
прошлого года работает программа «Пушкинская карта». Пушкинская карта – это воспитательная программа. Мы всех, кому 14 лет до 23, имеем возможность за государственные деньги приобщить к нашей культуре. Театрам, выставкам. Сегодня разрешили еще приучать через кинотеатр. Это наша общая задача – воспитать новое поколение, готовых приобщиться к большой культуре и патриотов нашей Родины. Это наша задача и основная суть нашей работы. Так что, коллеги, у нас действительно хорошая работа, счастливая работа. И это воспитание проводить через приобщение к искусству и красоте. Мы же создаем себе красоту, а красоту воспринимают аплодисментами. Да? И у меня приятная миссия в этот день вручить ряд наград, которые наше министерство исчисляет самыми главными наградами. В этот день только в этот день вручаем награды «Почетный работник сферы культуры». Я думаю, что всех, кто будет достоин, это почти у нас как почетные граждане культуры Республики Саха-Якутия. Разрешите приступить к вручению наград. Спасибо. Сегодня, по традиции, в День работника культуры мы чествуем и награждаем знаком отличия почетный работник культуры и искусства Республики Саха-Якутия, лучших деятелей и работников культуры, искусства за личный вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия Республики Саха-Якутия, многолетний добросовестный и творческий труд, самоотверженное служение культуре и искусстве. Знаком отличия почетный работник культуры и искусства Республики Саха-Якутия награждается Герасимова Мария Андреевна, главный специалист муниципального казенного учреждения Чурапчинское улусное управление культуры муниципального образования Чурапчинский улус район. Знаком отличия почетный работник культуры и искусства Республики Саха-Якутия награждается Дмитриева Раиса Николаевна, управляющий творческим коллективом автономного учреждения Государственный ансамбль скрипачей Республики Саха-Якутия «Виртуозы Якутии». Знаком отличия почетный работник культуры и искусства Республики Саха-Якутия награждается Иванова Светлана Павловна, художественный руководитель автономного учреждения Республики Саха-Якутия, Государственный вокальный ансамбль «Туймада». Знаком отличия почетный работник культуры и искусства Республики Саха-Якутия награждается Маргусов Афанасий Александрович, концертмейстер муниципального бюджетного учреждения Дом народного творчества «Талбак» имени Афанасия Маргусова, села Хатынцыги Нюрбинского района. Знаком отличия почетный работник культуры и искусства Республики Саха-Якутия награждается Николаева Надежда Прокопьевна, начальник муниципального бюджетного учреждения Оленёвское районное управление культуры. Знаком отличия почетный работник культуры и искусства Республики Саха-Якутия награждается Акаемова Варвара Семеновна, директор муниципального казенного учреждения Усть-Алданская межпоселенческая централизованная библиотечная система. Ежегодно в рамках национального проекта «Культура» проводится конкурс на лучшие учреждения и работники сельской культуры. Сегодня мы приветствуем победителей конкурса. Сертификат победителя конкурсного отбора на предоставление субсидий из государственного бюджета Республики Саха-Якутия в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации. Творческие люди» национального проекта «Культура» в 2022 году на мероприятие «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» вручается Краеведческому музею имени Федора Хлопкова, Баягантайского наследия Тамбовского района.
директор Севастьянова Любовь Дмитриевна. Сертификат вручается Дому фольклора «Комус» партизанского наследия Намского улуса, директор Алексеев Семен Германович. Сертификат вручается Дому народного творчества «Сайдыс» имени Тимофея Тоскина, Ажулунского наследия Чурапчинского улуса, директор Аржакова Валентина Леонидовна. Сертификат вручается Центру досуга Алилгы Бердусовского наследия Усть-Алтанского улуса, директор Бурцева Лилия Лазаревна. Сертификат вручается социально-культурному информационному центру «Эйке» Кюнгулюнского наследия Мегино-Кандаласского улуса, директор Баишева Александра Федоровна. Сертификат вручается Центру культуры «Ситим» Жембонского второго наследия Хангаласского улуса, директор новоприезжая Александра Яковлевна. Сертификат вручается Центру детского и юношеского чтения библиотека СКС Усть-Алтанской межпоселенческой централизованной библиотечной системы, заведующая Портнягина Вера Алексеевна. Сертификат вручается Ангинской межпоселенческой центральной библиотеке имени Кюнюк Урастырова, Ангинской межпоселенческой централизованной библиотечной системы, директор Сутакова Евдокия Михайловна. Сертификат вручается Шалагонскому филиалу номер 2 межпоселенческой централизованной библиотечной системы Горного улуса, главный библиотекарь Дармидонтова Анна Ивановна. Сертификат вручается Сватайской сельской модельной библиотеке филиал номер 6 межпоселенческой централизованной библиотечной системы Среднеколымского улуса, главный библиотекарь Сергеева Марта Дмитриевна. Сертификат вручается Тюлюгинской сельской библиотеке, филиал номер 17 Верхневилюйской межпоселенческой централизованной библиотечной системы, заведующая Борисова Яна Октябровна. Сертификат вручается Тайбахойской сельской модельной библиотеке, сельскому филиалу номер 12 Сунтарской межпоселенческой централизованной библиотечной системы, главный библиотекарь Михайлова Елена Александровна. Сертификат вручается Оленёкской детской модельной библиотеке, Оленёкской централизованной библиотечной системы, заведующая Петрова Марьяна Геннадьевна. В направлении государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры сертификат вручается Аммосовой Галине Владимировне, заведующей Центром единого фонда межпоселенческой централизованной библиотечной системы и по работе с читателями Центральной улусной библиотеки имени Сергея Васильева Парагонского Усть-Алтанского улуса.
Сертификат вручается Алексееву Семену Германовичу, директору Дома фольклора «Хомус» партизанского наследия Намского улуса. Сертификат вручается Аржаковой Валентине Леонидовне, директору Дома народного творчества «Сайдыс» имени Тимофея Тоскина, Ажулунского наследия Чуракчинского улуса. Сертификат вручается Анисимовой Зинаиде Васильевне, заведующей филиалом Краеведческого музея имени Варвары Петровой, филиала Музея дружбы народов имени Ксенофонта Уткина Юрбинского района. Сертификат вручается Баишевой Александре Федоровне, директору социально-культурного информационного центра ЭИК Тюльбулюнского наследия Мегино-Кангаласского улуса. Сертификат вручается Борисовой Марии Витальевне, главному хранителю Бердигостякского краеведческого музея Бердигостякского наследия Горного улуса. Сертификат вручается Борисову Иннокентию Иннокентьевичу, директору Усункёльского центра досуга «Аргыс» Оспёкского первого наследия Усть-Алтанского улуса. Сертификат вручается Бурцевой Лилии Лазаревне, директору Бертусовского центра досуга АЕЛГ Бертусовского наследия Усть-Алтанского улуса. Сертификат вручается Даниловой Людмиле Афанасьевне, главному библиотекарю Христианской сельской библиотеки Сунтарской межпоселенческой централизованной библиотечной системы. Сертификат вручается Другиной Галине Николаевне, главному библиотекарю Удыргюльской центральной библиотеки имени Ивана Аргунова Таттинской межпоселенческой централизованной библиотечной системы. Сертификат вручается Заревняевой Анастасии Ивановне, главному библиографу Центральной библиотеки имени Петра Аввакумова межпоселенческой централизованной библиотечной системы Горного улуса. Сертификат вручается Захаровой Матрёне Николаевне, главному библиотекарю Мендигинской сельской модельной библиотеки имени Василия Васильева Харыстал Аргинской межпоселенческой централизованной библиотечной системы. Сертификат вручается Ивановой Екатерине Васильевне, ведущему библиотекарю Оленёвской центральной районной библиотеки Оленёвской централизованной библиотечной системы. Сертификат вручается им И. Николаевне, заведующей филиалом Могучинской сельской модельной библиотеки, филиал номер 10 Кобяйской устной библиотеки имени Тимофея Сметанина. Сертификат вручается Крюковой Ирине Евгеньевне, директору Центра культурного развития «Юность» поселка Максолло Кангаласского улуса. Сертификат вручается Соловьевой Марьяне Гаврилевне, заведующей отделом электронных ресурсов Центральной улусной библиотеки имени Николая Рыкунова Намской межпоселенческой централизованной библиотечной системы. Сертификат вручается Павловой Саргалане Прокопьевне, главному библиотекарю Кобяйской сельской модельной библиотеки имени Григория Кобякова, филиал номер 4 Кобяйской улусной библиотеки имени Тимофея Сметанина.
Сертификат вручается Петровой Лане Алексеевне, ведущему библиотекарю Тюнгурюнской сельской библиотеки, филиал номер 23 Левино-Хангаласской межпоселенческой централизованной библиотечной системы имени Иннокентия Сосина. Сертификат вручается Поповой Марии Анисимовне, руководителю отдела народного творчества и коренных малочисленных народов Севера, Управления культуры и народного творчества «Алмаз» Анабарского национального Долгана-Эвентийского улуса. Сертификат вручается Тарабукиной Любови Гаврильевне, библиотекарю Березовской сельской библиотеки, филиал номер 3 межпоселенческой централизованной библиотечной системы Среднеколымского улуса. Сертификат вручается Хадулову Алексею Петровичу, директору учреждения культуры имени Валерия Ноева, Батаринского первого наслега Левино-Хангаласского улуса. Сертификат вручается Эверстову Александру Владимировичу, научному сотруднику Левино-Хангаласского краеведческого музея имени Романа Васильева. Ну, все устали, наверное, да? Ну, даже запотел тут некоторые, но тем не менее хочется, чтобы просто так не сесть, а подвести. Ну, во-первых, эта традиция нам дал национальный проект «Культура», поэтому так много сертификатов. На каждом сертификате почему-то не написали, какую сумму люди получат. Мы на самом деле где-то раздали около 4 миллионов денег, вот прямо сейчас. Я искренне благодарен. Часто бывает, что когда вручаешь какие-то награды, людей не бывает. А тут приехали все наши коллеги. Анабар, Булуна, Среднеколымская, со всех регионов. Поэтому у нас сегодня настоящий праздник. Ну а теперь, как национальный проект «Культура», как деньги только вручили, как домой приедете, пишите нам отчет, получили ли вы их по почте. Или вернее, поэтому на карты будут все занесены эти деньги, вам придется Вера Афанасьевна предоставить отчет в ближайшие, как можно быстрее сроки. Хорошо? Ну, еще хочу сказать, что премия Алексея Кулаковского у нас подписывается главой республики 16 марта. День рождения Алексея Алексеевича Кулаковского. Наверное, будет хорошей традицией, чтобы эта премия всегда была главной наградой нашего Дня работника культуры и занимала здесь центральное место. Эту премию в этом году заслуженно присуждена Александру Калашникову. Сан Саныч вот здесь сам сидит. Я думаю, что за его огромный труд, я думаю, давайте его еще раз отметим очень высокой наградой. Каждый знает, что каждая государственная премия еще по решению президента республики своей имеет за собой и денежное вознаграждение. Это 500 тысяч рублей получает каждый владелец государственной премии. Пусть награда будет заслуженной и радостным событием в жизни нашего почетного Александра Александровича Калашникова. Каждый день, утром, когда едем на работу или слушаем радио или телевизор, мы слушаем Калашникова Сан Саныча на самом деле. Когда говорят Якутия в цифрах, это труд оставил он нам. И это повторяется из года в год. Сан Саныч, искренне за ваш большой труд, который наконец получил такую высокую оценку главы нашей республики. С праздником еще раз, коллеги. Вас поздравляет народный артист Республики Саха-Якутия Григорий Петров. Старинная неаполитанская песня «А соле миа». Serena do
Григорий Петров. Уважаемые коллеги, на этом наше торжественное мероприятие завершается. Еще раз поздравляем вас с Днем работника культуры. Желаем вам в этот праздничный день светлого весеннего настроения, счастья, вдохновения и дальнейших творческих успехов. Приглашаем вас на общее фотографирование.